снова здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь на реке Мокша. Все на том же перекате, где был 2 дня назад. Две полторашки по-прежнему здесь присутствуют. То бишь, либо не снимают эту сеть, либо проверяют и снова тут ставят. Обстановка такая. Значит, я приехал сегодня сюда в первую очередь за тем, чтобы спасти потерявшегося бойца. 2 дня назад я рыбачил в забродку и зацепил воблер вон в том направлении. Сейчас мы будем туда подходить и попробуем его спасти. Поймать рыбу, ну попробуем. Спиннинг я взял с собой, но первоначальная задача спасти китайца. Вот сеть тут. На этом перекате очень часто рыбачу, не хочу ругаться с местными. Ну, Мокша без сетей — это не Мокша, ребята, я уже вам об этом говорил. Здесь так было и будет. Так, приближаемся к тому месту, где я оборвал. И, о чудо, вот он. Не подготовил я якорь, чтобы заякориться. Но попробуем сейчас так. Вот воблер, ребята. 2 дня назад я его здесь оторвал. Но наши своих на войне не бросают. Поэтому я вернулся и спас его. Вот так вот. Флюорокарбоновый поводочек остался. Отлично. Ну ладно. Планирую, значит, подняться на веслах вверх по течению. Посмотреть, как там обстановка. А потом потихонечку сплавом спущусь. Если будут поимки какие-то, попробую покидать. Ну, посмотрим, ребята, что из этого получится. Так, ну что, поднялся вверх по течению. Погода неважная, начинает накрапывать дождик. Время без 22. Камеру сейчас помещу в бокс. И начну сплавляться вниз по течению к перекату. Вот. Основная задача была сегодня спасти воблер. Мы ее выполнили. А уж что получится у нас с рыбалкой, не получится, как бы это все второстепенно. Ну все. Помещаю камеру в бокс и начинаем сплавляться. Так, ну и вот начался, я бы сказал, ливень. И я уже не сплавляюсь, а иду по ветру вверх по течению. Ага, вон маленькие голавликов, вижу, плавают возле коряжек. Но вода мутноватая, дожди. Ух, вон сейчас был выход маленького голавлика какого-то, но воблер перехлестнулся. Поставил металлический поводок. Там вижу, вон торчат коряги под водой. Конечно, места здесь шикарные. Я думаю, голавы что здесь тоже держатся. Ага, вон опять рыбка какая-то отреагировала на падение, но очень мелкая. Можно даже попробовать поставить фоп.
Есть, ребята, есть. Есть рыба. Есть практически нападение. Клюнула неплохая рыба. Ух. Ух, ребята, это это щука. Хорошая щука, ребята. Спиннинг ультралайтовый. Ах, сошла. Ну вы видели, да? Я думаю, что в ней было килограмма 2. Хорошая щука схватила. Маленький воблер. Ну, щучья погода, как бы, да. Но я обязательно выберусь за щукой. Но сейчас пытаюсь ловить голавлика, конечно. Если получится в такую погоду. Но, тем не менее. Очень хорошая поклевка, хорошие щуки. Я думаю, что в ней было 2 килограмма, это стопудово. 2 килограмма в ней было стопудово. Пробуем дальше. Спиннинг ультралайтовый, видимо, не просек щучку, и воблерок маленький. Так, ребят, и вот это, конечно, не щука, но это окушочек маленький. Ну, сейчас уже осень, сейчас начало осени, пора щуки, окуня. Голавль, наверное, уже отходит на второй план. Не зря поставил металлический поводок. Эх, вон там сейчас сыграла рыба сзади меня. Попробуем под тот берег покидать. Конечно, этому участку реки нужно уделить больше внимания. Приехать сюда на весь день, попробовать обловить все места. Потому что и тут кустики вот свисают над водой. Конечно, в следующем году обязательно порыбачу в этих местах. Есть. Ну, ребята, такие рыбки мне уже попадались. Ой, у нее что-то раненый какой-то хвост. Такие рыбки мне уже попадались. Ну, вроде как бы похож он на маленького жерешка.
Вот. Какой-то страшненький. Ну, я не знаю, напишите в комментариях, кто это. Жерешок, шмарешок. Так, ну что, продолжаем дальше. Потратил кучу времени, чтобы снять воблер с дерева, блин. Минус 40 снимал. Но вот он, красавчик. Идем без потерь. Пока. Фу-фу-фу. Как бы не сглазить. Ну, вот здесь вот должна быть рыба. Есть, 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 есть. Есть. Ну, сошел, ну тут голавль. Есть, еще одна атака была. Он там не один. Сейчас попробуем встать здесь на якорь. Была еще одна атака головля с того места. Ага, есть, есть, есть. Оба. Ничего себе. Сейчас попробуем вернуться туда еще. Вот такой голавлик. Две поклевки с одного места. Отлично. Так, сейчас намочим руку, чтобы он не брыкался. Сейчас поднимемся и покидаем под то дерево еще немножко. Ну что, вот такой маленький, но приятно. Отпустили. Так, ребята, что, сейчас вернусь назад и попробую там встать на якорь. Здесь еще перспективные места. Так, отключусь пока. Так, распогодилось. Вроде немножко. Так, поднялся опять на якорь. Встал вот здесь. Попробуем сделать еще туда забросики. Ну, два голавлика с одного места, это неплохо. Конечно, я тут уже, наверное, все распугал. Но они прятались за этой коряшкой. Есть. Не крупные, но... Три поклевки с одного места. Вот таких вот голавликов. Ребятки, неплохо. Отпускаем, пробуем дальше. Так, маленько не добросил. Они, видимо, там под берегом прям стоят.
Да, очень перспективный участок. Почему я сюда не поднимался раньше, не знаю. Шикарная стоянка для головля там под этим деревом. И таких мест тут так. Есть, была поклевка. Была поклевочка. Есть, вот он догоняет. Есть. Супер. Стоять. Вот этот уже получше, ребята. Ух. Ну красотища. Ну просто песня, ребята. Ну просто песня. Опа, это уже папка ихний, что ли, да, такой тут? Супер, это просто супер. Догнал, шел за ним, бац. И все-таки догнал. Попал, за ноздрю поймал его. Ух, ребятки, отличный. Отличный голавль. Красавец. С одного места, ребята, все с одного места. Это просто супер. Отпускаем. Ух. Пошел. Вот это да. Вот это да. Я всего лишь приехал спасти воблер. Не планировал вообще такую рыбалку. И здесь такое дело. Да, ну пробуем. Ух. Есть, поклевочки есть. Да, давай. Кусает. Есть. Ах, сошел. Ничего себе. Ничего себе. Догонял его, это, ну почему-то не хватал, как-то это, неуверенно. Что-то перехлёст воблера, что ли, случился. Конечно, можно попробовать поменять приманку. Еще, ну клюет на этот. Вот отличный заброс. Поводок еще погнулся, блин. Да, это просто шикардос.
Погнулся поводок, и мне не нравится игра воблера. Так, сейчас сделаю несколько забросов. Если не будет поклевок, попробуем поменять воблер. Так, ладно, ребята, сейчас поменяю воблер, попробуем на другой. Так, ну, попробуем на камеон. Подключил камеру, еще покидал камеончик, и откликнулся с этого места еще один голавль. Папку мы уже поймали, это значит мамка. Опа. И это значит уже мамка. Ух. Это просто супер. Это просто супер. Это просто суперская рыбалочка. Вот такой красавчик. Это просто супер, ребята. Продолжаем дальше. И все с одного места. Сейчас попробуем еще чабика поставить. Шел маленький голавлик, грамм 200, наверное, за воблером. Ой-ой-ой, ну-ка. Ох, была потычка. Они там сбились в стайку. И сидят там. Хорошее, конечно, место такое. Прям. Был бы головлем, сам там жил. Ну, была потычка, значит, не всех я еще там распугал. Так, случился перехлестик. Ну, сейчас попробуем еще другой воблер какой-нибудь поставить. Как бы еще покидаем. Так, ребята, поставил чабика. При замене заметил, что у меня поврежден шнур. Когда снимал с дерева, там, веслом, палкой, еще чем-то, повредил шнур.
И все рыбки сейчас, которые были пойманы, они были прям пойманы, ну, просто удачно. Шнур мог оборваться в любой момент. Сейчас заметил, перевязался. Попробуем покидать туда чаби. Да. Конечно, поздновато приехал. Уже по тихой грусти нужно домой собираться. Но... Так, ну давайте попробуем. Вот чуть-чуть побольше заглубления. Корягу, не знаю, пройдет это, не пройдет. Так, ну что, отозвался вот окушок маленький. Но голавль там больше не отзывается. Вот такие пироги. Так, сила аккумулятор в камере. Сейчас у меня вроде должен быть запасной. Поставим, попробуем. Ну все, голавль больше не отзывается, ребят. Так, будем сейчас менять точку. Спустимся вот чуть-чуть пониже, может быть, вон там еще покидаем. Так, ну опять начался дождик. Лодку крутит. Впереди нас высоковольтные провода. Под ними забрасывать не рекомендуется, потому что может ударить электрическим током, тем более в дождь. Ну и на спиннингах, если вы обращали внимание, есть надписи, предупреждающие о том, что не нужно ловить возле линии электропередач. Так, ну что, ребята, сместился сюда вот обратно к чудо-снастям, заякорился тут возле сетей местных. Попробуем здесь еще покидать. Вновь дождь. Есть, ребята, есть. Есть. Есть, ребята, хорошая рыба. Ох. Вот это хороший экземплярчик, ребятки. Ух. Так, и ожидаемо, ребята, здесь клюнул ясь. Я уже ловил здесь езя в этом месте. И крупненьких, и не крупненьких. Ну, в этот раз клюнул крупненький. Ух, ребятки. Вырвал у меня лип-гриб. Вот такая рыба, ребята. Ясь. Здоровенный. Здоровенный ясь, ребята. Сегодняшнюю рыбалку можно назвать одной из лучших. Здоровенный ясь. Сейчас мы его обязательно взвесим. Ух, черт, вот это да. Так, где у меня тут отцеплялки? Вот это язище. Так, сейчас мы его взвесим, ребята.
Ребята, ясь весит 740 грамм. Обалденная рыба. Не знаю, видно вам, не видно, камера в боксе. 740 грамм весит. Вот это... Ух, ну красота, как клюнул, как клюнул. Обалдеть просто. Так, ну что, отпускаем, да? Или сфотографирую, ребят. Наверное, сфотографирую и отпущу. Ребята, отпускаем езя. Хорошая рыба, сегодня отличная рыбалка. Не зря приехал я спасать воблер. Отпускаем. Все, уплыл. Супер. Ну, в принципе, уже нужно заканчивать. Сейчас еще немножко покидаем и домой. Дождик опять начинается, тучи крутят надо мной тут. Так, отключаюсь пока. Ну что, ребята, рыбалка подошла к концу. Рыбалкой остался очень доволен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч, друзья.